Меня зовут Камаева Ирина, я ученица 7 Б-класса 21 школы. Я хочу рассказать Ивана Бунина в поле. Темнеет. К ночи поднимается вьюга. Завтра Рождество. Большой, веселый праздник. И от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки. Мне бесконечно глухая дорога и поле, утопающее в мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним, слабо бережит синевато-свинцовый свет угасающего дня. И в туманной дали уже начинают появляться те бледные, неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи. Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им лицом, засыпает шипением придорожные дубовые ветки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие сухие листья. И, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне среди зилочных северных сумерек. В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных дорог стоит хутор. Даже деревушка, которая когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь в верстах в 5 от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку — Лучезаровскими двориками. Лучезаровка шумит, как море, ветер вокруг нее, и на дворе по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками: господским домом, каретным сараем и людской избой. Все постройки на старинный лад, низкие и длинные. Дом обшит тесом. Передний фасад его глядит во двор только 3 маленькими окнами. Крыльца с навесом на столбах. Большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет той крыши, и узкая кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея. И кажется, что усадьба вымерла. Никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая. Ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи. Все забито снегом, все спит безжизненным сном под напевы степного ветра среди зимних полей.